Здравствуйте, на телеканале «Новый век». Программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем о серьезной аварии на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина. Я начинаю уходить вправо сюда, ну и понятно, что все. Один из автомобилей снес дорожный знак. Купал 9-месячную дочку, отошел и уснул. Проснувшись спустя полчаса от шума, выливавшегося из ванной воды, он пошел к ребенку, однако провести какие-то информационные мероприятия было уже поздно. В Казани будут судить 33-летнего отца, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности. Сгорел в собственном доме. Я 2 ведра воды принесла, чтобы потушить. Ага. А все равно сразу что? Сразу вспыхнуло, да? Да. Подробности смертельного пожара в Нижнекамском районе. Об этом и не только в ближайшие 10 минут. Пожилой мужчина попал в больницу с тяжелыми травмами после наезда иномарки на перекрестке улиц Кулгали и Габишева. Пенсионера сбила женщина, управлявшая автомобилем Hyundai. 49-летняя автоледи признала свою вину и объяснила, что в момент ДТП смотрела совсем в другую сторону. Почему, знает Нафиса Минязова. Куча заболеваний своих. Супруг автоледи сильно переживал о состоянии пострадавшего. Считал, что 67-летний мужчина в силу своего возраста мог и не перенести такой удар. О произошедшем он узнал от жены. Она позвонила ему и встревоженным голосом рассказала о наезде. Отметив, что дорогу пенсионер переходил на зеленый сигнал светофора. Женщина не заметила пожилого пешехода из того, что отвлеклась на столкнувшийся на этом перекрестке автомобиля. Вот мы видим, даже ограждение повреждено. В результате ее невнимательности мужчина получил серьезные травмы, и его с переломом бедра госпитализировали. В том, что автоледи нарушила правила дорожного движения, инспекторы не сомневались. Какую ответственность она понесет, будет решать уже суд. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Поспешный выезд стал причиной серьезной аварии на перекрестке улиц Декабристов и Гагарина. Там в вечернее время суток столкнулись Hyundai Solaris и арендованный Volkswagen Polo. В ситуации разбиралась Илья Хайрудинова. Я ехал 50 км в час по средней полосе. Водитель Hyundai Solaris уверял, никаких правил не нарушал и ехал на зеленый сигнал светофора. На перекрестке его застал врасплох водитель Volkswagen Polo, который выехал ему на перерез с левой стороны. Я начинаю уходить вправо сюда, ну и понятно, что все. После удара корейский автомобиль отлетел на дорожный знак. Досталось и Volkswagen. Водитель арендованной машины рассказал, почему не уступил дорогу. Передо мной стоял автомобиль, тоже на поворот стоял, чуть правее. И он попал, получается, в слепую зону. За ним ехали автомобили с разрывом, там, примерно где-то метров 200. Я думал, что нет никого, но не убедившись, начал движение. Попал в бочину мне. Свою вину молодой человек признал. В результате столкновения оба автомобиля потеряли возможность передвигаться своим ходом. Водителям пришлось воспользоваться услугами эвакуатора. Илья Хайрудинова, Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Один человек погиб в результате аварии в Актанышском районе. Сегодня днем на трассе Актаныш-Старая Байсарова столкнулись бензовоз ГАЗ и внедорожник Рено. От удара оба автомобиля слетели с дороги в кювет. Водитель иномарки от полученных травм скончался на месте происшествия. Продолжается поиск 2 мужчин, пропавших еще 11 апреля на реке Вятка. Напомним, в тот день рыбаки выехали из Мамадыша на лодке, чтобы проверить мотор. С тех пор они перестали выходить на связь. Ежедневно инспекторы ГИМС проводят визуальный осмотр места происшествия, а водолазы обследуют дно. За это время удалось найти вещи пропавших. В МЧС напоминают, выходить на маломерном судне на воду для рыбалки или отдыха в период режима самоизоляции запрещено. В Казани будут судить 33-летнего мужчину, обвиняемого в причинении смерти по неосторожности своей 9-месячной дочери. По версии следствия, в марте прошлого года отец купал ребенка в ванной. В какой-то момент он отлучился в другую комнату, к телефону, лег на диван и уснул. Спустя полчаса проснулся, услышав, что вода переливается через край ванны. Попытки вернуть ребенка к жизни оказались безуспешны. Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан мужчине предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Следствием собрана достаточно доказательной базы, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. В
В Казани вынесли приговор 19-летнему парню, обвиняемому в нападении на таксиста. Все произошло 12 октября прошлого года на улице Липатова. Как доказала сторона обвинения, молодой человек с заднего сиденья автомобиля накинул таксисту на шею провод от зарядного устройства и стал душить, требуя денег. Водитель смог освободиться от удавки и дать отпор нападавшему. Преступник скрылся, но позже был задержан. В отношении него возбудили дело по статье «Разбой». Свою вину подсудимый полностью признал. Суд приговорил его к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении начальника железнодорожной станции «Зеленый Дол». 47-летнего мужчину подозревают в получении взятки за незаконные действия. По версии следствия, в 2015 году за денежное вознаграждение в 40 тысяч рублей он скрыл факт подачи железнодорожных вагонов с краденным грузом под погрузку без соответствующего договора и разрешительных документов. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. 71-летний пенсионер погиб при пожаре в Нижнекамском районе. Трагедия произошла этой ночью в селе Байгулово. Возгорание заметила гражданская жена хозяина дома. Но потушить огонь пожилая женщина не смогла. Вероника Гайнудинова продолжит. Я 2 ведра воды принесла, чтобы потушить. Ага. А все равно сразу что? Сразу вспыхнуло, да? Да. И баня быстро. Смахивая слезы, Валентина Ивановна ходит по пепелищу. В этом доме она прожила 4 года в статусе жены. Этой ночью стала вдовой. Сообщение о том, что в Байгулово горит дом, пожарные получили в 2 часа ночи. К их приезду дом уже был полностью охвачен огнем. 71-летний хозяин жилища выбраться из полыхающего здания не сумел. Женщины на тот момент в доме не было. Говорит, муж уснул, а она вышла пройтись по селу. Когда вернулась, огонь уже вовсю полыхал на кухне. А муж не успел выйти, да, получается? Ага, я вот хотела, а у меня село откуда у меня тоже. Вы его вытащить хотели? Да. От деревянного дома и бани остались только стены. Огонь бушевал с такой силой, что грозил перекинуться на соседние дома. Существовала угроза распространения огня на рядом стоящий гараж и жилой дом, которые располагались на расстоянии около 3 метров. Оценив обстановку, доброволец принял решение на защиту соседних строений. Что стало причиной возгорания, сейчас выясняют дознаватели. Основная версия – неосторожность при курении. Вероника Гайнудинова, Наталья Лушникова, Булат Абдульманов. Вызов 112. Полицейские Казани задержали сбытчика наркотиков после проверки цифрового пропуска. 22-летнего молодого человека остановили в авиастроительном районе для проверки соблюдения режима самоизоляции. Прежде чем показать СМС-пропуск, парень, не стесняясь людей в форме, попытался удалить несколько файлов из памяти своего телефона. Полицейские пресекли эту попытку и выяснили, что он в спешке удалял адреса тайников наркотических средств. Позже задержанный ранее судимый за кражу и сбыт наркотиков признался, что является закладчиком одного из интернет-магазинов. В итоге стражи порядка нашли в лесном массиве 5 свертков, в которых содержалось более 5 граммов наркотического средства мефедрон. В отношении задержанного возбудили уголовное дело. Hyundai и Toyota столкнулись поздним вечером на перекрестке улицы Воровского и проспекта Ибрагимова. Сначала участники происшествия якобы придерживались одной версии, но с приездом автоинспекторов мнение одного из них кардинально поменялось. Айрат Назипов расскажет подробности. Никто не пострадал у вас? Ну нет, чуть-чуть головой ударился, все вроде нормально. От серьезных травм участников ДТП сбереглись сработавшие подушки безопасности. Помощь медиков никому не понадобилась. Водитель Toyota рассказал, двигался по улице Воровского в прямом направлении. Уже на перекрестке его снес Hyundai. Он такой ударом ударил, честно говоря, да, вот где-то... Ну, посмотрите, он где ехал и где ударил. Ну, я только дернулся, зелено горело, передо мной Шкода проехал, за ним я поехал. Но у него скорость большая была. Да, он оттуда вот летал. Изначально, по его рассказам, водитель Hyundai свою вину признал. Но как только на место приехали автоинспекторы, мужчина стал все отрицать и перекладывать ответственность на второго автомобилиста. Вы на красный летели, нет? Истинного виновника аварии предстоит определить сотрудникам ГИБДД. Возможно, поможет им в этом камера наружного видеонаблюдения, установленная на фасаде одного из домов. Айрат Назипов, меня зовут Наиль Абдулин, вызов 112. В Татарстане юные инспекторы при содействии сотрудников госавтоинспекции подготовили видеоуроки в поддержку акции «Оставайся дома». Все занятия были посвящены безопасному поведению на дороге. Юные инспекторы в онлайн-режиме рассказали детям и их родителям о световозвращающих элементах и разобрали их важность на дороге. Видеоуроки набрали много благодарных откликов.
Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.